Ну вот я, в принципе, микс. Все уже. Может там запустить что-нибудь? Здесь что-нибудь запусти. Звук слышно, вообще не слышно. Что сложнее не видно. Кушают на свет. Звук норм говорит. Ты будешь стоять, что? Друзья, тогда пока смотрите видео. Решила. Остался 3 минуты. Уже не стричься. Спрашивают, Питер готов? Сейчас видео закончится и начнем. Что, презентацию просто? А как проект откуда? Отсюда выводится. Может попробовать с этим сыграть. С микрофоном как-то. Слышно, слышно. А как мы узнаем, слышно? А, не спросим. Так. А? Вот да, может прям за пьедестал стать там. Шамиль. Шамиль снимать.
Мы можем, так? Если не нужен, то... Кто будет щелкать? Зачем щелкать? Что щелкать? В смысле? Нет, там не ставь. Встать. Я могу не стать. Эти, кстати, да. Ну, что наговорите? А так, Сам будет встать. прям в микрофон лучше говорить. Надо спросить у родителей, слышит. Слышно, да. Слышно. Сейчас я по поводу микрофона спросил. Лучше с микрофоном или без микрофона? Напишите, пожалуйста, лучше с микрофоном. Или без микрофона? Лучше без. Лучше без. Начинаем. Дорогие друзья, добрый день. Я надеюсь, меня видно и хорошо слышно. У некоторых спикеров было плохо слышно. Чем скажешь так? Чуть подальше дойти. У меня презентация будет две. Первая презентация посвящена аналитике, и вторая карьерному росту саморазвития. В первой презентации, что такое аналитика и что такое Big Data, хотелось бы простыми примерами словами всем, в первую очередь студентам, учащимся на этаже Казахстана, показать, что это, для чего это нужно и какую пользу это приносит. Да? Так как у нас среди аудитории есть в том числе и бизнесмен, я думаю, также будет интересно, потому что, к сожалению, до сегодняшнего уровня медицинской компании или компании в Москве до сих пор недооценивают тот вклад, который может дать аналитика в развитии бизнеса, формирование новых перспектив. Плохо слышно. Повторю тогда. Может, ты потише сделаешь, я мешаю. Раз. Вот так можно чуть вот так. Красиво так? Хорошо? Друзья, ждем от вас обратной связи. Слышите хорошо? Еще раз тогда повторю, да? Забыл представиться, меня зовут Рамиль Бекужин. Я, будучи еще школьником, хотел работать в службе маркетинге и благодаря Всевышнему течению обстоятельств получилось, что 2004 года я работаю в маркетинге и в бизнесе. Вот, но чуть позже я об этом расскажу. Да? Сегодня моя презентация посвящена аналитике, что такое Big Data, простыми словами, объяснить там, в первую очередь студентам, что это такое, для чего это нужно, и что в будущем, надеюсь, им это чуть-чуть поможет, может быть, при выборе профессии, может быть, при принятии сложных решений. Той аудитории, которая относится к представителям бизнеса или наемным менеджерам, любопытно посмотреть некоторые кейсы, которые были реальны, в которых я принимал участие, и они давали позитивный эффект именно при выявлении аналитики. Когда начнем, следующий слайд, пожалуйста. Надеюсь, презентацию всем видно, но в любом случае на тезисная, потому что я понимаю, что через кучу видеотрансляций это показывается не очень хорошо, но тем не менее будет повторять, что она написано. Что такое аналитика, для чего она нужна? Да? Очень часто компания работает, можно характеризовать этим термином, пытается зарабатывать деньги, при этом недооценивает потенциал своих клиентов и использует те возможности, которые представляются им с помощью аналитики, аналитических инструментов, программного обеспечения и службы течения живут такими. Да? При этом самый простой взгляд на бизнес с точки зрения обработки, сбора, обработки и консолидации данных в различных разрезах показывает, что у компании, оказывается, есть возможность дополнительно заработать денег, при этом потратить ничего. Вот. Если тезисно сформировать, то для чего это нужно? В первую очередь это нужно для того, чтобы понимать, во-первых, потребности своих клиентов, понимать потребности потенциальных клиентов, что им нужно будет, да? Что им нужно сейчас, что им нужно будет потом, для чего это им нужно, да? И как на это заработать денег. Либо как на этом сыграть, для того, чтобы добиться какого-то другого. Если вы занимаетесь благотворительностью, то ваши конкуренты молодой эффективны. Если вы занимаетесь бизнесом, чтобы
ваши деньги или затраты на рекламу отбивались, и вы могли посчитать, какой эффект инвестор. Второе, это то, что ты сказал, повысить эффективность затрат на рекламу, потому что часто измеряется следующим образом. Я потратил 1000 рублей, заработал 1000 рублей, да? Но при этом никто не понимает, откуда эти 1000 рублей полностью отличны. Может, сезон стать работал. Может быть, конкуренция, там, если у вас вообще задать на столовую, если пришли к вам, не потому что вы раздали кучу флайеров, а потому что помог вам конкурентам. Да? И третье, это искать новые ниши для бизнеса. Здесь больше интересно будет, наверное, в том числе нашим студентам, которые потенциально станут бизнесменами, потенциально станут новыми, просто следующими работниками, и смогут в своей работе быть более эффективными, и даже наемный менеджер, он все равно конкурирует с своими коллегами, за какие-то позиции, и, следовательно, может быть эффективным. Вот. То есть вот три основных вещи, которые я считаю, что для чего нужна аналитика, это отвечает на критерии. Следующий слайд. И здесь я привел пример аналитики. Так что получилось, что так как аудитория приходит с нами, все в Башкирии, все были в Уфе, все знают прекрасно про сеть Копилка. Так уж сложилось, что в начале своей карьеры я принимал активное участие в формировании этого проекта Копилки, то есть мы рисовали, что это, как это будет, да? Но, к сожалению, там проект в том или ином виде реализовался. До сегодняшнего дня является самой крупной локальной, кросс-функциональной программой лояльности, такого локального уровня нету. Есть федеральный уровень Малина, но это несопоставимый бюджет с худшими механиками. Копилка имела очень большой потенциал до сих пор имеет, но вот пару кейсов из того, что мы сделали. Да? Здесь, если кто не знает, в партнерстве с Копилкой входили сеть Планета Кино, магазин Чемпион, на тот магазин сеть магазинов электронных техно и Матрица. Понятно, что потребуется очень большие усилия на изменение программного обеспечения использования оборудования, но тем не менее первые плоды мы получили уже сразу на кино. Когда проанализировали статистику посещения кинотеатра, мы поняли, что статистика в среднем каждый посетитель, кто держит бонусные карты, посещает кинотеатр в среднем от 1,1 раза. Он в месяц один раз пришел в кино, второй раз уже не идет. Вот. А пик посещений, тут уже вроде бы логично, приходится на пятницу, субботу, воскресенье, перечислять, люди очень сильный спад. И третий, маршрутальность билета составляла 50 рублей, стоимость за 100 рублей нам оценивали. Из них там половина уходила правообладателя на прокат, а половина это доход кинотеатра. При этом маршрутальность формы входов, так называемый тоже набор, составляет практически 80% в зависимости от набора. Это если брать стоимость примерно 250 рублей, 200 рублей чисто прибыли в обратном форме. И кинотеатр больше, естественно, зарабатывал в форме и поле, нежели зарабатывали клиенты. Когда мы посчитали все затраты рекламные кинотеатра на привлечение клиентов, вначале хотел маркетинг кинотеатра уже пригласили на вебинар, потому что она не ожидала даже цифры. Да? Вот. И что мы сделали? Да? На основании вот этих очевидных вещей мы предложили бонус 50, дополнительно 50 рублей, в случае 100% по стоимости билета и второе посещение кинотеатра в месяц. То есть выбрать всех клиентов, которые посетили уже текущий месяц один раз кинотеатр, они получали на чеке в виде смс сообщение, что предоставляется дополнительный бонус в сумме 50% по стоимости билета и 100% по стоимости билета на второе посещение. Таким образом, мы за лунный месяц увеличили продажи на 30%. Бывает, на разных группах, потому что компания будет больше эффект, от 30 до 40% прирост продаж. При этом нужно понимать, что кинотеатр не потратил на другие. То есть, по большому счету, просто на чеки, которые так печатают, внесу об этом информацию и сделал смс-рассылку. Стоимость смс составляет 5 рублей. При понимании там затрат на привлечение одного клиента от кинотеатра по классической схеме составляли от 13 до 20 рублей в зависимости от компании. Здесь затраты составляют примерно 1 рубль. Следующее, что мы сделали, это мы предложили кинотеатру и повысили бонусную баллы в дней. Часы меньше нагрузки, когда кинотеатр свободен, да, клиент ходит меньше, но при этом мощность есть.
Вот, это привело дополнительно на 7-15% роста продаж, да, потому что сентябрь опять-таки ничего не определил. И третье, мы планировали реализовать очень сильную акцию, которая не была реализована, к сожалению, на том вопросе, юридическое лицо, кинотеатр, продает билеты в форме разные, когда мы не смогли. Мы хотели вшить стоимость комбо набора, стоимость билета, тем самым продавать просто такие комбо наборы и сходить на бесплатно. То есть уже даже фокус-группы, которые мне это предлагали, это 100%. Люди, потому что деньги, да, кинотеатр, я заплатил деньги за просмотр фильма, а подход опять для себя, для того, чтобы насытиться и получить удовольствие от просмотра фильма. Поэтому я поделили эти затраты на три части и готовы были покупать просто попкорн, чтобы поесть, бесплатно фильм. Люди были здоровы, что-то там, да. И понятно, что все три кейса, которые позитивно сказались на кинотеатра, кто бы не увидел, на самом деле, до сих пор они реализуются, кинотеатром приезжают, например, периодически пользуюсь, в том числе и как группы, да. И я понимаю, что с точки зрения затрат кинотеатр интересует таких затрат. То есть все дело в том, что у вас есть проанализировать. Детализировать можно очень глубоко, то есть смотреть в разрезе посещений каждой группы клиентов, делать какую-то область, третье посещение, которые каждый раз ходит, кому-то четвертое посещение, кому-то давать другое посещение. То есть анализировать можно много всего, но ничего этого не было, если бы кинотеатр не собирал бонусную систему, не собирали информацию про своих клиентов. То есть люди не собирали аналитику, данные, которые помогают делать правильные выводы и монетизировать, превращать информацию в деньги. У нас, к сожалению, часто проблема, что информация много, но мы не понимаем, как на эту информацию можно зарабатывать деньги. Следующий слайд. Компания Beeline в 2006-2007 году, мы все помним, мы даже выходящие были платные, только стали бесплатные выходящие. Все стоимость оценивались в 40 единицы, потом все перешли в рубли. И мы на самом деле была очень странно, мы работали в компании, мы первым предложили бесплатные входящие внутри тарифа. Это было все равно, чтобы зайти спать, наверное, в склад по хранению творога, потому что никто в компании, это было запрещено говорить о том, что делать бесплатные входящие исходящие внутри. То есть вот это никто не было. Входящие только сделали, это деньги, там еще и делают исходящие бесплатно, это будет прям. И тебя смотрели как на прокаженного, как и даже предлагал. Мы сделали большую аналитическую работу, предложили провести пилот в течение 3 месяцев, так как доля рынка самого низкого уровня образования, то мы решили, что нужно просто так как посылку, или то, что входящие стали бесплатно совсем недавно, потребность на звонки близких, то есть все общаются в основном, звонят супругам, детям, родителям, да, и близким людям, и основной трафик приходится туда. Третья предпосылка – это необходимо удержать долю рынка на абонентскую базу, потому что конкуренты не забрали. Потому что конкуренция по цене – это самая неблагодарная конкуренция, копируется очень быстро. И четвертое – это низкая доля рынка заували. Следующий слайд. Вот. Что мы сделали? Мы дали бесплатные звонки внутри тарифа. То есть абонент покупательный план мог звонить таким же абонентам на этом тарифном плане совершенно бесплатно. Такого не было в России вообще ни у кого. Посчитав кейс, мы поняли, для того, чтобы выйти на популярность, мы можем очень сильно нарастить продажи и увеличить нашу долю рынка, для того, чтобы трафик замыкался в сети, были низкие затраты, и при этом не совершали звонки. Мы запустили продажу сборных комплектов, то есть набираться вирус комплект, и комплект отличались только одной цифрой. Мы говорили, что купить по-английски, у вас граммов похоже, отличие последней цифры. Продавали, собрали информацию, хайперинг, английский, грузинский, белорусский. Вот. Мы долю тарифа, и то, что мы долю тарифа, увеличили точно долю рынка с 30 до 80% за 1 год. То есть конкуренты, честно, были поражены, потому что
все сначала смеялись, что вот мы сделали бесплатно исходящие, вы сейчас потеряете кучу денег. И когда он увидит, что люди разбирают кашу для того, чтобы бесплатно общаться, а у человека психология такая, да, он платил денег, он видит, что деньги есть, он быстро выделяет бесплатно, он считает, что сэкономит, он начинает больше тратить на звонки на других операторов. Кому для этого зарабатывать, он тратит на СМС, включение интернета, включение услуги. И получилось, что через полгода в структуре продаж тарифов в Болгарии место занимал 100%. Там в рамках погрешности продавали другие тарифы, все остальное продавалось в тариф места. Так что получилось, что за 2 года, когда оператор выросла реально до 80%, я пришел работать в компанию МДС, тоже что-то старт, и я поставил обратную задачу, как выглядеть абонент с тарифного плана места и визуально интерес. И могу сказать, что свое изобретение разрушить не удалось, и эту задачу решить не удалось. Потому что абоненты настолько привыкли к этому тарифу, что никто не уходил. Задача была решена. Буквально до сих пор получает около 30% доходов из этих районов благодаря этому тарифу. Потому что абоненты, кстати, все близкие тарифы, не переходят к конкуренту, потому что они воспринимают так. Нужно не только для тарифа иметь, а еще внимание, так, еще зачем? Не так и для этого все аргументы рекламной кампании рушатся. Вот, следующий. По рекомендациям я только что хочу сказать, да, поскольку время ограничено, поэтому не так много получается, к сожалению, кейсов представить, но кейсов реально очень интересных много. По рекомендациям вы можете собирать всю информацию о ваших клиентах, хранить себе, анализировать, и это не должно влиться где-то там, в папку вашего компьютера, что иногда придешь собрал, там, надо с ней работать. И искать всяческих способов, как вы монетизируете работу денег, либо использовать для того, чтобы запустить новые продукты, либо выйти на работу в новом мире. И стройте обязательно политические модели ваших клиентов, текущие и будущие, да, будущая картинка рынка, которую вы хотите получить, и тем самым вы рисуете те действия, которые вам позволят к этой картинке прийти. Но только в этом случае вы сможете запустить процесс размышления, да, и мозги себя, что надо сделать для того, чтобы это получить, или что надо сделать, чтобы к этой картинке прийти и получить то, что вы хотите. Вот, у меня по аналитике все. Следующим основным продолжением является бигдата. Многие напрягаются, когда слышат, что такое бигдата, что-то непонятное, какое-то модное слово, и при этом никто не знает, что это и почему это нужно. Можно перечитать. Что такое бигдата? Если посмотреть в Википедию, там есть такое очень заумное определение по термину, да, скажу простыми словами. Бигдата с схемой там больших данных, да, а в поведении людей очень в нашей повседневной жизни мы формируем очень много информации. Мы там буквально слушаем звонки, ходим в магазины, мы отправляем почту, мы посмотрим сайты. Если всю эту информацию собрать, то по каждому человеку очень большой объем данных. Да? И в какой-то момент компания, которая собирали эти данные, поняли, что, во-первых, данных человека много, а что с ними сделать? Для чего они нужны? Нужно их собирать, их можно просто уничтожать и не собирать, и не тратить деньги на дополнительные места хранения, если создавать какую-то обработку, можно просто обрабатывать. Но тем не менее, информация даже будет электрически увеличивается. И вот только-только, если взять Россию, появились реальные кейсы, когда действительно была использована бигдата, и она была монетизирована. Вот. Можно сказать, что это? Я опять-таки из реальных кейсов, потому что их классических кейсов показывать не хочется, показывать те кейсы, которые сам подходят к его участникам. Когда строилась сеть ЛТЕ, компания МДС, мы использовали подход к бигдате. Мы анализировали количество ЛТЕ устройств и динамику их роста у каждой базовой станции, которые были в каждом городе.
исходя все базовые станции будут проранжированы, базовые станции с наибольшим количеством терминалов, которые регистрируются в Украине, дальше не бывает. И понятно, что в первую очередь мы искали ЛТЕ именно на этих базовых станциях, где было больше всего абонентов в Украине. С одной стороны, кажется, что это очень простое упражнение, но с другой стороны, например, для того, чтобы проанализировать просто поведение абонентов в рамках одного небольшого города, примерно правильно, более детально раскладывали город Калининград, это порядка 6 до 10 миллионов записей за промежуток в одну неделю, который нужно было проанализировать. И где-то реально большой человек физически просто не способен сделать, поэтому здесь нужно использовать инструменты даты, которые позволяют из миллионного количества записей объективно получить ту информацию, которая позволяет делать правильный выбор. К чему привело использование Big Data в анализе строительства базовых станций было? Актуальность проекта, при развитии исполнения устройства уже очень инновационно, тем не менее, отбили затраты первого истории. Сейчас есть такие информационные центры в Москве и Санкт-Петербурге, они обратились ко всем операторам, операторы предоставляют данные о движении людей по улице города. Для чего это подобно, для чего это нужно, но по факту на основании этих данных администрация города планирует и формирует маршрут общественного транспорта. Она, в зависимости от того, с какого района города люди перемещаются в какой-то другой район города, в каком количестве, они понимают, нужно ли строить новые магистрали, или дорог, метро, или трамвайных путей, для того, чтобы обеспечить более беспрепятственный доступ людей туда. То есть на основании этой аналитики как раз таки формируется карта города, она живая и не сделана там, давайте вот тут будет построена, она построена на основании реальных данных. Вот, даже карта преступности города смотрится на основании абонентов, концентрации абонентов, представителей банков национальности. То есть, если человек совершает звонки часто в Таджикистане, он понимает, что это абонент, скорее всего, в Таджикистане. Но сколько людей живут, и мы понимаем, накладываем на карту преступности, можно понять, влияет они на наличие большого количества представителей Таджикистана и Узбекистана на преступность или нет. Если нет, значит, мы факты не рассматриваем. Влияет это количество, условно говоря, абонентов, которые просматривают постоянно плохие опыты, и преступность конкретного разделения. То есть вариация невозможности, город, администрация города, правительство всегда начинает использовать эту аналитику для того, чтобы чувствовать улучшение каждый день, здесь и сейчас. Контекст этого понятия, оно знакомо, часто поискав что-то, вы в дальнейшем начинаете себя выказать какие-то рекламные продукты. Здесь тоже анализируется, но если сравнить аналитику, которая доступна, например, сотовым операторам и интернет-провайдерам, то у сотовых операторов становится очень много. То есть где вы там, где вы ходите, сколько времени вы проводите, где-то еще что-то. Полное страхование, например, страховые компании обратились также к операторам мобильной связи, они планируют устанавливать GPS-трекинг на автомобиль и исходя из того, как по дороге себя ведет водитель, предлагать ему тарифы. Если вы ездите аккуратно, вы видите, что скорость не нарушается, вы говорите, что начнете не паркуетесь, то понятно, у вас могут быть риски. Если у вас агрессивный стиль вождения, то это будет смотреть дорожно. То есть это является тоже банковская стоимость, мы, конечно, товарищи и банковская сфера работает. А вот сейчас есть очень много вопросов, как банки, Сбербанка. Они очень хотят видеть, использовать скоринговые модели, которые можно оценить качество дающих, использовать поведение социальных абонентов сотовой сети, куда они как часто поддерживают покупки совершают, писать рассмотры, и на основном нет, стоит надо. Можно сказать. Следующий диаграмма посмотрим. Но, к сожалению, тайминг не уложился. Прошу прощения. Если есть вопросы, я готов ответить, может что-то напишите. Как вы можете даже?
Слышно. есть нас вообще не слышали или слышали? Слышали, да. А как вы Ну, либо громче, либо... А то еще очень много. Спасибо, по поводу тайминга спроси, я же когда вышел во время, может я тогда свалю, если что, могу не. Меня хорошо слышно? Сиди, скажите мне. Ну, надеюсь, что меня хорошо слышно. Давайте начнем. Здравствуйте, привет всем. Меня зовут Пенил Рустам. Я вам расскажу одну идею, как нужно менять мир к лучшему, то, что тебе не нравится, взять и изменить, и сделать так, чтобы тебе это нравилось, было всем